Эдик Хелшин, доброе утро. Вышла из дома и увидела такие прекрасные горы, что не смогла их не снять. Смотрите, как будто бы они прям вот дотянешься, дотянешься и дотронешься до них. Так, погода сегодня прямо солнечная, красивая, а в горах уже снег, видите, и поэтому, видимо, у нас холодно. Вечера, ночи и раннее утро очень холодное. Но сейчас, правда, погода красивая, прям солнечная и уже тепло. Вот прямо глаз не нарадуется, друзья. Какая красота. И эти горы у нас почти опоясывают нас почти кругом. Вот так вот. Правда, моим телефоном эту всю красоту, конечно, не передать, но все равно мне хочется вам это все показать очень. Сейчас здесь дома мешают. Ну вот так вот, друзья, началось мое утро. Планировать ничего не буду, потому что если что-то я запланирую, у меня все равно это не выходит. По ходу все, что у меня сегодня будет происходить, как получится, я буду показывать вам, друзья. Ну, всем вам удачи. Так, ну, друзья, как я и говорила, запланированного у меня, конечно, всегда не может быть. Вот попросила меня сестра приехать выбрать шторы на рынок. У них свадьба скоро. Сын женится, племянник мой женится. Вот пришла посмотреть для нее шторы и порекомендовать. Вот у меня одна знакомая продает шторы. Сейчас подойду, и мы посмотрим, шторы будем выбирать. Видите, сколько? Целый ряд только одних штор. Внизу разбегаются, сколько их тут много. И шьют сразу тут же, как тебе надо. И с выкрутасами, и без выкрутасов. Видите, сразу швейные машинки стоят. Можешь сразу шить. Целая тьма штор. Здесь есть такие магазинчики маленькие. Ну, похоже, 1500 деху школи, да, 1500. Ялк метра, по 1000 рублей, если 6, и 39 тысяч, вот, ялк метра. 9 тысяч. Тут мы за подшивку податку можем. Целый ряд штор. Глаза разбегаются, даже не знаю, что выбрать. По 1500. Ну, уже мы выбрали, просто я делаю для вас обзор, друзья. Шторы очень красивые, прям. Вот это очень красивые тоже. Не знаю, телефон передает эту красоту. Это очень красиво. Очень красиво. Ну вот. Сейчас дальше по рынку еще похожу немножко. И пойду домой. Выбираем шторы. Не кольцами, а вешать. Мне кажется, вот такие тюли на кольца. Выбор большой. Вот нам понравились вот такие. Смотрели. Так, какой был еще нам понравился? Ну, вот. Вот выбрала моя сестра. Первый. Можно я пройду? Пожалуйста. Вот Первый вариант. выбрала вот такое вот. Да, это первая была, да. А с ними, сейчас я покажу. Это была вторая. С этой тюлью она выбрала вот такие вот такое вот полотно. Даже цветок подходит там по краю. Вот. Штор очень много, конечно. Вот это вот полотно стоит 1600. А тюль, которую мы выбрали, тоже стоит 1000. Один стоит 1600, другой стоит 1300. Но она нам уступку хорошую сделала. Это моя знакомая. Вот такую купили за 1300. Нам, правда, еще вот такая вот понравилась. Но, девочки, это стоит 2000 за метр. Что-то сестра не рискнула покупать, потому что для меня слишком дорого. Вот такие вот. И
Вот она выбрала еще одни шторы. Ну, шитье, как называется, я даже не знаю. Вот такое вот. Тоже очень смотрится, не знаю, как телефон передает, но так очень красивое. И с ними тоже она выбрала шитье. Ой, шитье, говорю, полотна. Однотонное только. Вот так вот, друзья. Свадебные хлопоты у нас тут. Я тут, в общем, нашла по Шитья 2000 очень еще, 2200 красивые, дивцу, очень но за 2 холож будет. нежные, В хозах, очень. цолхоза. Вот это очень Тем, нежно. которые вот другие привезли. Эльза, а это в какую цену? 2, да? 2000 тоже очень красивая, нежная. Очень. Так вот, друзья, Много это или? пока все. Сейчас еще немножко по рынку похожу Или и пойдем домой. И снова меня потянуло к посуде. Красивые чашки кружка для бульона. Ой, как красиво посуда везде. Ой, для специй красивые штучки. Дочка меня сюда прислала, чтобы купить отбойный молоточек, который отбивать, мясо отбить. Хотя не очень интересно, когда ничего не покупаешь. Ходить. Кастрюли красивые. Красивые чайники. Что жалко ценников, обычно на рынках не бывает ценников. Какая посуда. Ну ладно. Так, друзья, вот приехала с рынка. Ну, обычно, когда я когда куда-то выезжаю, у меня тут настолько бывает после этого головная боль, что приходится немного полежать. Полежала немного. И решила совсем, чтобы не терять день. У меня как раз стояла болгарский перец, который на рынке я покупала. Что я из него делала, что-то я из него делала, не помню остатки. И зелень у меня была, вот, тоже. Вот я ее тщательно вымыла, просушила и нарезала. Вы видите, получилось у меня 2 пакета такой петрушки, укропчик и кинзу. К сожалению, у меня нет маркера. Обычно я маркером написала или приклеивала такой, я не знаю, как они называются, бумажки, которые приклеиваются. Ну, я буду знать, что с фольгой это у меня кинза, чтобы не ошибиться. Вот просто хочу вам показать. Вот я нарвала болгарку. Видите, какая красивая. А это у меня из своего огорода. Вот такой болгарский перец. Красный я вот почистила, нарезала. Теперь хочу зеленый тоже почищу, нарежу. И обычно я, знаете, как делаю на зиму, заготавливаю. Ну, в принципе, наверное, и все это делают. Я ничего нового не скажу, но просто хочу рассказать, что я делаю. Я режу болгарку разными способами. Например, я хочу зеленую и красную нарезать крупно, как на рагу. Обычно я готовлю рагу, такое жаркое рагу, крупными полосками. Но я нарежу и покажу вам. Кубиками нарезаю для супов, для чего-то, соломкой. Делаю по-разному. И потом уже зимой бывает легко, уже готовое. Знаешь, вот смотришь, вытаскиваешь готовое себе
болгарский перец, который готовый для какого блюда. Какое блюдо я готовлю, для этого блюда я достаю и использую. К сожалению, вот такие вот кулечки у меня закончились. Придется в обычные пакетики положить пока. И положу их в отдельный холодильник, в морозильник. Потому что от болгарского перца бывает очень сильный запах, и он передается в холодильник. С ним ничего пока ложить нельзя, пока я нормальные вот такие вот кулечки не возьму. Ну вот сейчас я нарежу и покажу. И вот, друзья, я нарезала и покажу вам пока еще, вот как я буду замораживать этот болгарский перец. Вот это вот у меня на жаркое, видите, вот большими такими полосками, это будет жаркое. Вот если там на лагман, да и в супчик можно, это тоже, ну, я по-разному готовлю блюда и туда вот добавляю, вот готовое нарезала. Если, в принципе, даже разморозить, потом можно и нарезать как хочешь. Ну, вот такие вот формочки я делаю. И нарежу еще помельче, просто пока покажу вам, таким же кубиком, но чуть-чуть поменьше, чтобы там в супы или в подливу, которую из картофеля мы делаем к мясу, но чуть-чуть поменьше. Это я специально сделала для лагмана. Это все должно быть у меня запаковано в кулечки, но таких кулечков у меня нет. Просто пока сегодня положу в эти обычные кулечки наши. И потом, в принципе, и писать не надо, это бывает видно, что и как. Ну, вот так вот, друзья. Пока это дело закончу. И не знаю, чем я сегодня еще буду заниматься. Наверное, уже и вечер. Что-то приготовлю на ужин. А вот что готовлю, что буду готовить, думаю, никак не могу сообразить, чтобы приготовить. Ну, вот так-то, вот, друзья. Хотя бы с болгаркой сегодня справлюсь. Закончу это дело. Завтра, наверное, буду делать кабачковую икру. А может, и сегодня сделаю, посмотрим. Вот еще вот такими вот кусочками я режу, тоже накладываю болгарку в кулечек, тоже для разного блюда. Ну, мясное блюдо какое-то, или овощное рагу, вот большими кусками, потому что при обработке перец все-таки так уменьшается, и чтобы он... Ну, я люблю вот такие большие кусочки, короче, вот делаю вот так вот. Ну, болгарки надо мне заготовить много, потому что, хотя в этом году зачем им много, у меня вроде бы и мальчиков дома не будет, не знаю. Делаю все равно как по привычке. Но еще я заготовлю, знаете, для фаршированных перчиков целыми. Но это не сегодня. Завтра сорву свои перчики, они у меня там уже готовы. Есть и красные, есть и зеленые, но такие средние, небольшие. И тоже заморожу, и буду вам показывать, как я это буду делать. Хотя вы тоже, наверное, знаете. Ну и вот я закончила для заморозки нарезать свой болгарский перец. Зелень я уже нарезала. Вот мелким кубиком, полосочку. Чисто просто один красный нарезала, зеленого пока не. Вот это вот кубиком разный он, видите. Это вот на жаркое, большими полосками. Ну, это еще не все, конечно. Еще нарежу, сделала. Но вот нарезала сама про себя, думаю. Сын тоже вот старший собирается в четверг уезжать уже. Думаю, для кого я это делаю, кому это надо. Нас-то здесь кот наплакал. Ну, может, они приедут зимой, не знаю, посмотрим. Ну, вот как-то так, друзья, на сегодня. Все. Дальше посмотрим, что я буду делать.